Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня я рада представить вам нашу очередную героиню, Марию Колодезникову. Мария у нас, можно так сказать, владеет семейной мастерской, да, в которую входит она и ваш супруг. Да. Да? Угу. Семейная мастерская. И сегодня вы увидите фотографии обязательно, да, работ, которыми занимается пара, семья Колодезниковых, да? Ага. Мария, ну, сегодня мы будем как-то более подробно показывать технику макраме, да? Да. Ага. Вот такой брелочек. Ага, красивый, необычный. Если вы заметите, вокруг нас вот все работы сделаны руками, собственно, Марии, да. Вот это вот тоже замечательное, как раз эсэх, да, ожидает нас буквально скоро. Угу, вот ей в преддверии, да? Почти осталось. Да. А сами вот разработали дизайн, придумали, как вот Нет, идея пришла? Это, получается, я мастер-класс приобрела у Майи, у другой тоже феи макраме. Вот. И оттуда начала вот сама плести. Ага. Вот. У нее обучилась. Ага. Вот. А вообще много у нас в Якутии девушек, женщин, которые занимаются вот по этой технике, по технике макраме? Ну, по технике макраме достаточно. Ну вот я больших таких вот знаю 2-3. Ну а так вот только обучившиеся их, наверное, вообще множество. И мелкие, которые вот не на заказ делают для себя чисто, да, для своего дома, там украсить там. Вот таких очень-очень много, наверное, в каждом доме можно найти. Ну вообще это сложно вязать, как вот для новичка, насколько это возможно? Я изначально думала, что это очень сложно, потому что там очень много схем, узлов и так далее, да, вот. И думала, ну и сейчас думаю, да, что это очень кропотливая работа, да, и нудная, можно сказать. Это постоянно все вяжешь, монотонно. Вот. А с другой стороны, если полюбите макраме, то это вот взяли в руки, вот, допустим, веревочку, и все, у вас пошло-поехало. Да. И вас не остановить, да? Как говорится. Собственно, как и Марию, да? Ага, но мы видим, тут сумка лежит, да, красивая. Сзади нас вот оригинальный, как называется, вы сказали? Накидка-сетка. Накидка-сетка и вот необычный образ, да? Портупея, да? Да. Ага, называется. Портупея, может, как платье. Которая тоже универсальная, да? Да, совсем можно носить. И с купальником, да, и с джинсами, и с платьем. Вообще очень да. красиво, да? Давайте мы попробуем, да? Начнем наш мастер-класс. Если вы тоже хотите научиться или вот сделать себе что-то такое необычное, то, пожалуйста, следите внимательно, да? Здесь вот мы будем делать базовые узелки. Вот. Но это основа основ, и из этих узелков можно любое панно, любое изделие можно сделать. Вот. Итак, давайте приступим. Так. Для этого нам нужно, ну вот, как для брелка закрепка и любой шнур. У нас вот хлопковый шнур. Так, таких мы берем штук 4 по 60 сантиметров. Сколько штук сказали? 4 штучки. 4 да. такие, ага, по 60. Когда вот мерите, то его не натягиваем, спокойно, чтобы ровные отрезки у вас вышли. А то бывает, что порой мы, если сильно натянем, то одна будет короче другого. Вот. И того у нас для рисунка, допустим, для изделия, возможно, и не хватить.
И лучше уж нужно брать с запасом, чтобы, как говорится, если останется, то всегда можно отрезать. Отрезать. Мгм. И теперь будем крепить. Берем вот половинку и сюда вот нанизываем. Мгм. Получается у нас вот такой вот узелочек. Мгм. И вот таких вот узелков у нас должно быть 4 штучки. Так. Вообще макраме, мне кажется, не так давно вот снова вернулась же, да? Да. Я вот помню свое детство, в 90-е годы, да, вот тогда у нас дома висели такие темно-коричневые изделия, какие-то типа корзин, что-то еще, вот настенные какие-то работы. Ага, и они немножко вот другой был материал, да? Тогда? Да, у них как полиэфирный шнур, что ли, может, как, Вот, и шторы как у нас еще были синтетика, такие. да, вот. Мгм. А сейчас вот таких вот шнуров очень множество, натуральных стало много, хлопковых и так далее. Вот. Например, вот на ярмарках участвуем, и вот бабушки приходят и, вот наша молодость возвращается. Да. Вот раньше, если все, макраме, и никто такие, значения не придавал, да, а сейчас это как новая мода, Да, новая да, жизнь, да. новое веяние. Вернулась. Да, Мгм. вот. И что можно сказать, очень даже успешно заходит. Мгм. Согласна. Вот. Ага. Ну, со временем, наверное, у всех такие изделия будут. Вот. Ну и тем более сейчас популярно эко-стиль, да, вот да. что-то такое. Еще и бохо тоже Да, начало да. внедряться. Вот. А теперь вот мы нанизили все 4 узелочка. 4 узелочка. Можно и вот так, можно и вот с этой стороны. Мгм. У нас будет основная лицевая сторона вот эта. И теперь мы уже приступаем плести. Здесь мы берем, это как зеркально будет, да? Вот отсюда 4 посередине, и из них будем квадратный узелок плести. Так. Мгм. Это берем, получается, мы вот два крайних, Мгм. правую поверх, левую снизу и затягиваем. Мгм. Вот так. Теперь левую поверх, правую снизу. И вот такой вот у нас получается квадратный узел. Вот. Мгм. Еще его говорят некоторые рыбка. Называют, да? Да. Вот. Теперь мы будем 2, которые вот оставшиеся, По краям. да, Мгм. по краям, их будем в узелочки завязывать. Мгм. Это как? Берем вот левую, продеваем снизу правой. Потом берем правую и продеваем поверх низу левой. И так мы еще один раз. Итого у нас будет одной длины рисунок. Вот. И такое же симметричное плетение с этой стороны будем делать. Но здесь мы начинаем, чтобы симметрия у нас была. Теперь, уж когда здесь начинали с левого, то здесь мы начинаем с правого. Правую поверх. А теперь левую поверх и снизу. Вот так. И здесь третий узелочек. Итого у нас вот такой вот рисунок получается. И теперь мы должны соединить вот эти
два квадратных узла у нас должно быть. Здесь и здесь. Так, пошли. Начинаем. Опять же также все правую поверх. Это у нас квадратный узел также. И теперь вот левую вниз и вот так. И того у нас получились два квадратных узелка. Теперь мы должны вот эти две штучки соединить. Соединяем. Правая поверх, снизу продеваем. Слишком сильно не затягиваем, а то обычно бывает, что вот как и начали, то с таким же натиском можно как и продолжить. Теперь мы будем обратный делать, обратный квадратный узелок. Это получается вот две посередине. Берем и поверх крайних делаем вот такой вот узор и опять же как продолжение квадратного узла. Продеваем снизу, слишком не затягиваем, чтобы у нас красивый рисунок вышел. И вот, оп, тогда у нас вот уже получился как. По идее, это у меня рисунок должен быть как серьги. Ну вот задумка у меня вот такая вот вообще была. И теперь опять же крайние узелочки. Их у нас должно быть, сейчас посмотрим, сколько узелочков. 4 должно быть. Чтобы вот. И вот последний вот так. Оп. Вот на одинаковом уровне. И теперь вот с правой стороны тоже так же. Продеваем узелочек справа, на левую сторону перекидываем. Теперь на правую сторону перекидываем. Слишком не затягиваем. И лайфхак, да, как говорится, если вот перепутали узор, допустим, то такой же нужно сделать и с правой стороны, чтобы как симметрия была, да. Вот, теперь нам нужно это вот соединить. Опять же соединяем узелочком, квадратным узелком. Вот. А здесь мы противоположное делаем. Тогда у нас будет как симметрия, и рисунок будет. Вот. Из макраме вообще очень много всего можно. И сережки можно сделать, и колье, и браслеты, и бусы, как вот сумки, шоперы, шторы, арки, вот панно, как говорится, еще. Вот. На что хватает фантазии, да, вот все можно сделать. Да. Я тоже так думаю. А вообще свою первую вещь помните, которую из макраме сделали? Это Что у это меня была гирлянда, флажки, вот это вот. Так, и теперь мы уже почти на финишной прямой. Здесь вот такой вот рисунок выходит, и теперь мы должны это все репсовым узлом вот так вот сделать. Треугольничек. Вот как вот здесь вот, да? Да. Так. Как мы делаем репсовый узел? Вот у нас
самые крайние, они будут, вот эти вот две крайние, они у нас направляющие. Это берем поверх всех вот так. И вот этими последующими до середины будем узелок завязывать репсовым узлом. Берем последующий. Может, вам подержать вот так? Ага, вот, очень удобно будет. Спасибо. Теперь мы вот так нанизываем. И этим же второй раз. Тогда он у нас уже будет держать плотно. И что очень немаловажно, что вот наша вот направляющая, она строго должна вот смотреть в ту сторону, в которую мы хотим узор сделать. Если уже сдвинем налево-направо, то рисунок у нас вот так же и выйдет. Так. Вот. И теперь вот так же мы делаем с другой стороны. Берем вовнутрь. Второй раз. Теперь вторую веревочку берем. Также вовнутрь. Ну и вот. Вот так у нас получилось. И теперь мы должны вот соединить. У нас вот такие вот получились. Мы должны их соединить вместе. Можно с любой стороны, да, вот сделать направляющим. Или с этой, или вот с этой. Смотрите сами, как по рисунку. Я возьму вот слева, она у меня будет направляющей. Оп. И вот так. И вот такой вот у нас брелочек симпатичненький. Да, очень оригинальный получился, да? И можно вот так вот. Есть, можно вот так обрезать, можно вот как же и по рисунку вот так. Как хотите, чтобы обрезалось. Вот так или вот так. Ну, давайте вот так. Давайте по рисунку, да? Здесь можно длину оставить на свое предпочтение, какую длину хотите. Вот некоторые, чтобы вот так хотят, короткие, некоторые вот длинные. Подлиннее можно, Да. наверное. Ага, красивее будет. И чтобы вот так же. Теперь с другой стороны переворачиваю. Здесь подержите, пожалуйста. Вот такой вот симпатичненький брелочек. Можно вот веревочки вот так оставить, можно их распустить. Распустить это она у нас вот такая будет. Ага. Ну, либо со временем он сам, да? Да. Ага, разойдется. А еще, мне кажется, можно как-то добавить какие-то камушки Да, сюда, да? совершенно наверное. верно. И Ага, бусинки бусинки. можно, и некоторые вот
кто любит блестящие стразы, Разбавить. свою изюминку. Да, и делали вот с оберегом здесь, с харсхалом тоже мы делали. Мгм. Мгм. Да, очень оригинально получается. Его можно и как на ключ, на сумку можно и так далее. Мгм. И практически вот по такой же схеме можно сделать и сережки. Да, точно. Да, да, да. Очень даже. Да. Мгм. И из-за всего у вас уже как и якутский образ, как и боха. Мгм. Все. Мгм. Мария, ну у вас вот вы, да, принесли сюда еще и помимо вот работ из макраме, вы еще занимаетесь эпоксидной смолой, да? Да. И занимаетесь деревом, Да. да? Расскажите, вот как вы вот Как все пришли это, к этому, да, да? как пришли к этому и откуда вот у вас такой талант вот делать, мастерить что-то своими руками? Ну, вообще, в недалеком или в далеком, да, в 19 году, когда я забеременела своими первенцами, у меня близняшки старшие, по 4,5 годика, вот, все, когда, ну вот, эко, все натуральное, хочется, чтобы все моим малышам Детям. лучше, детям и так далее, да, и вот и захотелось, чтобы их окружить вот теплотой, лаской, все натурально. И начали вот делать игрушки, стульчики, вырастайки и так далее. И пошло-поехало. Для себя вот разделочные доски делал, люди смотрят, друзья начали постепенно вот нам сделайте, мы тоже хотим, ну давайте попробуем, сделали, понравилось, потом у них посмотрели, и так, да, как по сарафанному радио, вот по рекомендации это все пошло-поехало. И пошли заказы, да? Да, Мгм. вот начали по WhatsApp вот так, потом спустя год, ну, по-моему, надо всерьез этим заниматься, то как-то так. Вот. И потом вот первые наши вот изделия это были из дерева. И что вот из дуба. Потому что вот мы на разделочных досках, как дуб, он самый, ну, один из самых, можно сказать, подходящий. Во-первых, он износостойкий, долгопрочный, Крепкий. да, и твердая порода. Вот, и некоторые вот берут и ух ты, какая тяжелая, и можно даже вот и в теннис поиграть, и всем на свете, вот что только не говорили. Потом в 20-х годах, в 21-м где-то вот, эпоксидной смолой начала. Тоже помаленьку мои первые изделия это были подстаканники, доска для подачи нарезок, закусок, для сервировки. Я сама очень люблю вот сервировку и по сезону вот там осенняя сервировка, зимняя, летняя, весенняя, ну, под цвет. И начала вот заливать, допустим, вот такие вот этажерки тоже под цвет, подстаканники для подачи, там фруктовницы разные, часы и так далее. А потом уже вот, ну, вот так вот делаем, и в социальных сетях наткнулась на страничку марафона уюта. Вот, там тоже мастер-классы, девочки начали вот собираться такие же творческие девочки, и они тоже показывают. И там вот впервые увидела макраме другими глазами. До этого уж просто видела и как бы не придавала значения. А там уже как вот сама попробовав, оказывается, очень даже красивые изделия получаются. И после того, как первое изделие макраме у меня была гирлянда. Вот. Повесила вот на свою стену, и совсем другая она стала. Как говорится, вот преображение сразу другое стало. И потом там несколько было мастер-классов, там еще полочка, ну, как подвесная деревянная,
и веревочки были макраме. И там тоже своя техника. И там тоже вот потом эта полочка пошла, потом еще и так далее. И с прошлого года вот начала вот такие вот платья, сетки, накидки. А с этого года вот новинка у меня сумки вот такие и вот такое вот украшение. Вот. Ну, к цеху вы готовы. Да. И квартира у вас тоже вся, наверное, В частном доме живем. Ага, в частном доме. Ага, мы в частном доме живем и Тоже много, наверное, вещей, интерьера из... Ну вот, если честно, ну, в какой-то степени сапожник без сапог. Но мы стараемся тоже уютизировать все. Вот. По чуть-чуть там что-то добавлять, там перекрасить, тут кухню перекрасить, там где-то панно повесить и так далее. Но сейчас у меня вот большая моя работа ждет, это арка-штора между гостиной и кухней. Она там у меня должна... Вот смотрю там и вижу, сплю и вижу, как говорится. И, Мария, я желаю, чтобы скорее ваша мечта реализовалась. Я думаю, все это реально, да, тем более вот будучи такой талантливой девушкой, как вы. Благодарю. Мария, вам огромное спасибо за мастер-класс. Я думаю, нашим телезрителям было полезно. И вот те, кто вообще в технике, наверное, ну, пробовал, разбирается, думаю, не составит труда сделать замечательный брелочек, да, и как-то его еще, ну, что-то внести свое, да? Свою изюминку. Творческих успехов вам и вдохновения, наверное, да? Это Спасибо. Это была программа «Мы вам покажем». Оставайтесь на нашем телеканале.